200 дзён обороны Сталинграда были из лику самых складаных и кровопролитных у Великой Отчинной войне. Историки лічаць, что менавіта от гэтай битвы многим залежаў далейшы лёс усёй советской краіны. Усяго загінула и было паранена звыш 700 тысяч бойцоў и командиров Чырвонай армии. И цяперашняе пакаленне павінна памятаць аб тых, хто не вярнуўся адтуль, і шанаваць тых, хто пакуль разам з намі. Сярод жывых сведкаў і непасрэдных удзельнікаў Сталинградской битвы два ветэраны, якія жывуць у абласным цэнтры. Гэта Пётр Колпакоў и Ганна Воронова. Их у первую чаргу запросили принять удел у этой конференции. Когда мы приехали с Казахстана, Белгородская область, город Уразово, это был 42-й год, самое тяжелое лето в войне, и наши войска отходили, и были много очень этих плакатов везде, на всех заборах, на всех домах. И прямо показывают тебе вот так вот пальцем, что ты, помоги фронту, что ты сделал для фронта. Народ и армия едины, вместе мы победим, вместе мы все одолеем. Это очень сложно, это были тяжелые кровопролитные бои. Вот, патриотизм Советского Союза выдержал и одержал победу над фашизмом. Акрамя экскурсаў гісторыю на навукова-практычнай канферэнцыі закраналіся і тэму патрыятычнага выхавання, тым больш, што ў гэтыя дні адзначаецца яшчэ і стагоддзе беларускай арміі. На сегодняшний день мы отмечаем столетие Вооруженных сил Республики Беларусь, где фундаментом нашей белорусской армии, конечно же, фундамент создания нашей белорусской армии, это был рабоче-крестьянская Красная Армия, созданная в 1918 году. И дальнейшее продолжение славной традиции Белорусского военного округа воплотились в нашу белорусскую армию. Такие мероприятия необходимо предпослать, чтобы помнили, чтобы знали, не зная своего прошлого, нельзя строить будущее. Юбилейные медали да стагоддзя ўзброеных сил Беларуси атрымалі ў гэты дзень паважаныя ветэраны Вялікай Отчины.